Дорогие мои зрители, дорогие мои подписчики, благодарю вас за этот невероятный год, за вашу поддержку, за вашу теплоту и за ваше доверие. В преддверии 2025 года хочу пожелать каждому из вас гармонии во всем, вдохновения, крепкого здоровья, реализации ваших мечт, ваших планов. Пусть этот год станет временем свершений, глубоких инсайтов и радости. И помните, что наш путь создается каждым шагом, а перемены начинаются с сердца. Верьте в себя, мечтайте смело и действуйте уверенно. Ваша энергия – это ключ к чудесам. Счастливого Нового года всем вам и мира каждому из вас. Перейдем к раскладу. Тема сегодняшнего видео – «Тебе письмо от тебя из будущего». Видео актуально в любой момент на момент просмотра видео, как для мужчин, так и для женщин. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Сегодня мы будем гадать на данной колоде, обложка данной колоды. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет. И если с вами резонирует портрет, то продолжаем смотреть дальше. Если портрет не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Сейчас расслабьтесь, сосредоточьтесь только на себе, и мы начинаем. Кто вы? Здесь вот есть некая гордость. Знаете, здесь человек однозначно за собой имеет какие-то достижения. Здесь есть чему похвалить себя. Вы можете себя похвалить. И в то же время здесь в чем-то не до конца, да, вы рады или спокойны. Что-то вас все-таки не устраивает. Достижения-то есть, например, а, например, счастья нет. Я несчастлива, или нет тепла, потому что здесь идут холодные энергии, нет, может быть, любви, или отношения не то, что вы заслуживаете к себе. Также здесь идет, знаете, такие энергии, когда хочется все оставить, и даже достижения. Но здесь вот человек в чем-то насыщен, а в чем-то, вот знаете, одно есть, а второго нет. Или второе есть, а этого нет. Вот в чем-то есть какая-то недостача. И здесь есть такие глубокие размышления над собой, над чем-то прошлым. То есть вы заглядываете одной ногой в прошлое. Вы, может, даже сравниваете, как сейчас и как было в прошлом. Но опять-таки есть то, что вы можете себя похвалить на сегодняшний день. Также здесь человек однозначно чему-то научился. Здесь или обрел новую профессию, или человек получил очень много знаний и опыта от каких-то жизненных ситуаций. Показывают, что что-то пошло, вот знаете, в вашей жизни не так, и вы это, вы знаете, не сваливаете на себя, а вы из этого делаете опять-таки опыт. Это мой опыт, это меня научило. И тут идут еще в одно же время и холодные, да, такие энергии, когда вы себя, может быть, ругаете за что-то или останавливаете себя в чем-то. Тут могут быть и ограничения себе же самой. Вот это уже нельзя, или столько не стоит тратить, или вот все мне хватит. Вот в чем-то вы себя, вот, как сказать, лимитируете. Все, достаточно. Или достаточно, чтобы по мне уже ездили туда-сюда, обратно, тебе им неприятно. Да, вытирали ноги, например, или дозволять людям переходить какие-то границы, тоже может быть. Тут кто-то даже с кем-то попрощался, да, сказал кому-то до свидания. А со мной так нельзя. Здесь такие энергии, но вы себя уважаете. Здесь женщина, которая себя уважает. Или я научилась себя уважать, отстаивать свои границы.
свои какие-то позиции тоже. Вы сейчас увлечены заработками, вкладом в средств. Вы понимаете, что вкладывать нужно не в кого-то, не куда-то, а в себя. Вы понимаете, здесь вот много вы понимаете, то есть вы многое что осознали. И знаете, здесь работа над собой, над какими-то ситуациями, вот хочется сказать, прошла успешно. Потому что здесь очень много сделали вы выводов в своей жизни. О себе, о своей жизни, о людях. Вы знаете, здесь, возможно, вас очень много людей критикуют по сей день, до сегодняшнего дня. Все пытаются, но это их проблема, опять-таки. Все пытаются примерять на себя. Потому что здесь, как вы позиционируете себя, здесь очень четко чувствуется, что люди, да, вас или за что-то могут осуждать, или сравнивать вас, или поучать. И вам это уже, знаете, надоело, и вы поставили на самом деле кому-то границы. Со мной так нельзя, или ты не имеешь права. Да, вы, ну никто не имеет права лезть в чью-то личную зону. Каждый человек, каждый является личностью. Ну да, существует сколько людей, столько и мнений и так далее. Но это мнение держите при себе. Мне оно не нужно. Здесь человек, который утер кому-то нос. Вы не просто поставили на место, вы утерли кому-то нос. Или что-то в этой жизни кому-то доказали. Вот видишь, я могу. Или ты говорила или говорил, что я этого не могу, или не достигну, или не совершу что-то. А вот у меня получилось. Причем, вы знаете, это показали очень даже красиво. И в какой-то мере здесь была легкая демонстративность, но в то же время это казалось, что так оно и есть. Вы не хвастались. Но человек понял, что вы что-то для себя лучшее получили, даже чем ожидали там, или чем казалось бы, да, вот, ну, кто-то, может быть, даже не ожидал, что вы к этому придете, к чему вы пришли. Кто-то переехал, кто-то добился лучшего уровня, да, повысил уровень в чем-то, в жизни, в финансах, в отношениях и так далее. Знаете, у вас очень много, кстати, и критики, да, может быть, именно касаться вашего лучшего состояния именно финансового здесь тоже. Потому что люди обращают здесь на финансовую сторону очень много внимания. И, знаете, люди чувствуют почему-то такое, что вы, это они чувствуют, да, не чувствуют, а видят, как будто бы вы подняли нос высоко, возгордились. И вот это вот им, видите ли, ну, не нравится. Хотя, опять-таки, это их мнение, пусть остается с ним. Вы человек, который, знаете, вы посеяли семя, и вы его ждете именно вот в такой тишине, вы никому не разглашаете или научились этому. Потому что вы понимаете, что если вы всем расскажете, ничего не сбудется. Вот есть у вас план, да, например, открыть свой салон. Вы молча открыли, никому ничего не говорили, сделали. И даже при том, что все сделали, вы никому не рассказываете. Кому надо, тот увидит. Вы понимаете, что если вы похвастаетесь, да, будет это выглядеть глупо. Если вы расскажете, опять-таки, то это будет и казаться и глупо, и что хвастаюсь, и в другой момент, что люди могут сглазить. Вот, знаете, здесь человек на самом деле, который смотрит, и до сих пор ведет работу над собой. И вел, и ведет. И здесь вот, знаете, так, как по лезвию ножа, аккуратничайте. Аккуратно. Дабы не наломать дров, да. Но вы очень замкнуты на данный момент. Не очень-то общительны с кем-то. Хотя по себе вы теплый человек.
но вы перестали, может быть, кому-то верить, доверять. Да и вообще вы надеетесь на себя и доверяете себе. И также видите вокруг, что нету правды, нету истины. Тут такое, знаете, опечаленное даже так глобально возьмем состояние, что вот люди стали уже не такие, доверять никому. Из мужчин выбирать, ну что остается? Ничего, или альфонсы, или предатели, или негодяи какие-то неразвитые. Вот, да, какое-то такое... Кажется, да, что мир поменялся, что люди сегодня не те. Вам совершенно... Да не то, что вам, вообще в целом вы глобально мыслите, что тяжело найти своего человека. Вот какие-то такие вот, знаете, о жизни, обо всем и сразу. О деньгах, о доверии к людям. Но здесь вы, знаете, пожинаете свои плоды молча. Никому не рассказывая, ни с кем не делясь. Хотя рады бы были бы провести время в компании именно близких людей, теплых людей, кому можно доверять. Вот хочется вам такого самого даже застолья, но или было бы с кем, или было бы с кем доверять, кому вы доверяете. В то же время, да, вы можете проводить это время с кем-то, но опять-таки вы начеку. Вы имеете в виду, что могут быть такие-сяки и так далее. Аккуратничайте. Тем самым, знаете, вот этой аккуратностью, вот этой вот прошла через опыт, даже страдания, сложный путь, вы имеете на сегодняшний день колоссальную силу. Такого человека можно бояться. Вы понимаете, вы мало говорите, но вы просто делаете. Вы не обещаете, потому что вы не знаете, что будет завтра, что будет даже через 5 минут. Вы не обещаете, вы просто делаете. И здесь вы верна себе, своему чутью, своему доверию, своему сердцу. Вы себе доверяете в первую очередь. Вы боитесь, знаете чего? Во-первых, вы не подпускаете и глупых людей. Вы поняли, что на них можно только обжечься. С глупыми людьми вот пойдешь, да, в лес себя заведешь. А второе, вы научились быть хладнокровной в какой-то степени. Вы понимаете, что не жалей, не жалей. Отрезать кого-то из своей жизни или убрать что-то, что тебе мешает, не жалей и не бойся. Да? И, то есть у человека даже нерв не дрогнет. Тут однозначно какие-то были сложности. Думая о себе, вот так вы думаете. То есть вы сейчас думаете о себе. Тем самым, знаете, очень многое проработано, и тем самым вы улучшаетесь. Вот вы сейчас лучшая, как сказать, версия себя. И вы растете дальше, вы не останавливаетесь. За вами следят, люди всегда следят и будут следить. Потому что для кого-то вы уникальны, для кого-то вы странная, а для кого-то можете даже быть, да, на сумасшедшая. Для кого-то вы можете быть пример. Вы очень красивая. И на вас женщины очень много обращают внимания. Знаете, они подобие вас или делаются подобием вас. То есть что-то у вас копируют и берут на себя. Берут ваши какие-то идеи. В моде, в красоте, во внешности, в поведении, может, тоже. И вы знаете, вы в некой степени, на самом деле, для кого-то пример и, я бы сказала, мотивация, движение, толчок. Вы вот сокровище. Для подруг своих вы вообще сокровище. У вас столько и талантов, и вы изящная, как женщина. Вы и умна, и глубока. Знаете, тут есть в вас вот это вот
мудрость, есть у вас солидарность, вы ведете себя именно интеллигентно, культурно, возможно, даже вы разговариваете. Не ругаетесь, а вы разговариваете. Скорее всего, можете решить и ситуации спокойно. То есть с вами можно договориться. С вами можно договориться. Также и найти общий язык. Вы знаете, вы здесь на самом деле лучшая версия себя. Вы научились и любить себя. Вы просто жемчужина, да, или, как говорят, вишенка на торте. Тут и знамение идет такое, что вы очень не просто вы посланы на этот свет, скорее всего, знаете, в вас есть вот эта сила любви. Может быть, на данный момент вы закрываете это, но в вас это есть, причем очень много. Вы можете это тщательно даже скрывать, что вы такая мягкотелая, например, да, или вас легко задеть за чувства, потому что вы боитесь, что люди будут этим пользоваться. Также здесь есть именно то, что вы отточены на всем, на опыте, на жизни, на отношениях, отточена. Это такая женщина, когда достанется мужчине, для него это будет вот диамант. Это будет самое дорогое и ценное, что есть, да, на этом свете. Я не говорю, что диамант самое ценное. Всегда говорю, время самое ценное. Вот меня спрашивают, почему вы не загружаете видео туда. Вы понимаете, я бы рада бы сразу везде. Но всему есть время. И поэтому, загрузив на одну площадку видео, это уже час, плюс монтаж видео, да, вот это все. То есть я уже и съемка видео, и потом на вторую площадку, это все часы. И поэтому времени совершенно нет. Я тогда не буду снимать видео, если я буду только сидеть и загружать. Хотя, что уже загружать, да? Если не буду снимать. Это просто все время. Ведь здесь на самом деле главный ресурс – это время. Вот вы даже и дороже времени. Тут же отточенная такая вся, вот знаете, как диамант. Или как это? Бриллиант, да? Вы ценная для мужчин. И, скорее всего, когда вы прощаетесь с мужчинами, им становится очень плохо без вас. Да, вы не отпускаете, вы из сердца долго не уходите. Вы женщина, которая, возможно, даже навсегда остается в сердце. Здесь очень много, я смотрю, воспоминаний каких-то именно любовного характера. Или кто мужчины был связан как-то в жизни с вами, полюбовно, тут остались следы, которые не стираются. Именно есть теплые о вас воспоминания. Хорошо. Если проигрывает портрет, давайте смотреть дальше. Тебе письмо от тебя из будущего. То есть вы глазами на себя из будущего. Что вы хотите себе передать? Какая вы там в будущем? Думайте сейчас только о себе. Справедливая. Я не сомневаюсь. Просто вы идете наверх. Вы растете, понимаете? Молодец. Так держать. Смотрим дальше. Так. О, тут, знаете, ваша внешность, скорее всего, человек даже и не будет стареть. Он будет только улучшаться, молодиться или выглядеть очень свежо, хорошо. Даже не по своим годам. Может быть, вы сейчас выглядите не по своим годам. Также здесь идет, знаете, такая мудрая справедливость, красивая справедливость. То есть вы такой человек. На самом деле вы человек из будущего, который не склонен на какие-то, вот знаете, такие хабальские поступки. Это не вас, это не ваша роль. Да, вы не какая-то там... то есть вы разбираетесь во всем, во всех ситуациях очень красиво, мудро, и выходите, да, зачастую вот победителем, красиво выходите, или как сухая из воды. В то же время здесь и выходит император, здесь идут мужские энергии, которые в первую очередь говорят о человеке, который
нелегко прошел путь, оттачивая себя. То есть здесь могут быть за то время, да, до себя, из будущего, какие-то сложные моменты в жизни, которые еще будут. Но если вы уж так себя оппозиционируете уже в будущем императором, то здесь есть заслуги, есть, как говорится, звездочки на погонах. Ну, а может, у кого-то и звездочки на погонах. Тут, знаете, такой человек, воин, руководитель. У кого-то может быть именно руководящая должность. Или должность сам себе хозяин. То есть может быть владение каким-то своим собственным бизнесом, собственным делом. А также здесь идет, вы будете себя украшать. Будете работать над своей внешностью, что-то вы будете делать. Потому что вот какая вы сейчас и какая вы будете, это два разных человека. Причем здесь показывают наверх, то есть это улучшение. Далее достанем. Знаете, у вас не просто ситуации будут оттачивать. Далее. Люди. Здесь идут какие-то новые знакомства, новый коллектив может тоже быть. И вот эти люди, именно вам может казаться, что люди злые, но здесь именно будет тот момент, когда именно вам нужно будет перестраиваться, да, понять, какую тактику выбрать. И вы выберете правильную тактику, но скорее даже, я бы сказала, жесткую по отношению к этим людям. Здесь выходит император. Но, опять-таки, мудро, красиво. Император не может в грязь лицом упасть. Здесь вот, знаете, уже как будет некий даже план или продуманные действия ваши в их сторону. Здесь не просто так, кубарем. Здесь вы именно продумаете, как красиво им сказать, ответить и поступить. Здесь могут быть ситуации, также связанные с какими-то бумагами. Показано, что эти бумаги могут быть важными в вашей жизни. Я бы сказала, решающими. Что-то они будут решать важное в вашей жизни. И люди тут будут. Несколько человек. Вы знаете, далее не будет этих людей. Вы получите бумаги какие-то. Это могут быть ценные бумаги. Это могут быть бумаги, связанные с финансами. Или вам может перепасть то, почему вы станете руководящей. Но я этих людей рядом не вижу. То есть вам, может быть, досталась фирма от кого-то, и вы всех уволили. Но опять-таки новый коллектив или новые знакомства, новые коллеги. Тут все, вот знаете, как в трансформацию будет идти. Или вы будете реально заменять места работников, например, да, или людей, которые с вами работают. Вы знаете, если уж на то пошло, это будет верным решением. И не просто, скорее всего, вы там мыслить будете правильно, практично и правильно. На самом деле, если вы будете это делать, именно заменять этих людей на новых, вы получите намного больше, и все будет идти наиболее стабильно. Но, опять-таки, здесь показывают помаленьку, потихоньку, но наверх. Правильный путь, правильно. То есть ты выбрала правильное решение, да, именно
смена работников, например, или коллектива. Или все же вы можете сменить коллектив, уйти на другую работу тоже, может быть, и занять руководящий пост. Или же быть начальником, директором. Или сама себе хозяйка, свой бизнес, да, может быть, вы вообще откажетесь от коллектива. Ну, будут у вас курьеры, например, да, именно не собственные, да, вот, ну, как сказать, то есть вы заменили, вы по-другому поставили работу, и у вас, вот, например, все складывается только на вас, и все. Да, ну, есть курьеры или есть какая-то служба, как помощь, ну, и все, и хватит. Может быть, вы даже как минимализируете работников, потому что это вам будет невыгодно тоже. Здесь еще идет и бумаги. Опять-таки, бумаги будут решающие, и бумаги будут решать ваши какие-то большие деньги. Или деньги, связанные с вашей реализацией. Тут, знаете, такая вот есть некая подковырка, что люди какие-то прошлые будут сувать нос в ваши новые дела. Или вот вы поменяете что-то, эти люди суются носом. Вам их подпускать ни в коем случае нельзя. Здесь идет момент крыс. Здесь идет момент, что эти люди приносят, вы знаете, как или берут идеи, раскрадывают, или вот берут какую-то информацию и передают ее. Ни в коем случае не делиться, все держать в неком секрете, в закрытии. Работа будет идти и зависеть полностью от вас. Здесь скорее может даже прийти, что всех уволила, осталась одна работать автономно, без всяких рук, без помощи кого-то. Также здесь реально может быть, что вы победите каких-то конкурентов тоже. И вы вишенка на торте. Опять-таки. Также здесь получение каких-то эмоций. Получение того, что не было раньше в вашей жизни. То есть здесь уже и показывают, вот как ценник на что-то повысился. Может быть, на ваши услуги. Также здесь приобретение каких-то крупных покупок, о которых бы вы раньше не думали, или вы не могли это притворить в жизнь. Вам казалось, что это или далеко, или дорого. Вы знаете, вы очень будете резка по отношению к людям. Люди будут даже думать, что вы такая деспотичная, хладнокровная, вы не жалеете, у вас нет сердца, но вы идете за, знаете чем, есть у вас сердце, жизнь вас так закалила. Вот знаете, бывает даже в менеджменте, да, говорят, вот должен быть злой и добрый полицай. Иначе все вот распадется, все раскрадут, или же все сядут на шею и ничего делать не будут. В любом коллективе оно всегда так, даже и в садиках, да, детских, по-моему, есть добрая воспитательница одна строгая. Это должно быть и в любом обществе. Потому что иначе, да, коллектив начинает вот вяло текущий вот как-то работать или не напрягаться, и все начинает падать, приходить в убыток. Так, не всегда должно быть. То есть это как это говорят? Кнут и пряник. Вот в таком русле оно должно быть так. И в воспитании, и в воспитании мужчины тоже присутствовать должен кнут и пряник. Но это везде. Инь-янь. Позаботьтесь, знаете, о своих нервах, о своем здоровье. Иногда здесь кому-то на самом деле придется... Вот вам придется здесь скорее куда-то уехать или побыть одной. Для вас время одиночества приносит, наоборот, некое спокойствие,
умиротворение, когда все приходит в норму, в порядок. Здесь может быть, да, вы будете кто-то здесь медитацией заниматься, да, или посещать такие занятия, как медитация, йога, то есть как-то уравновесить, привести в баланс, может быть, свою вот эту вот атмосферу. Да, вам нужен вот некий такой, знаете, как сказать, баланс, спокойствие. Или там, например, дам себе задание такое, что буду теперь каждый месяц по 4-3 раза принимать, да, солевые ванны. Ну, какая-то, как сказать, работа над собой. Но и не зря. А расслабление тоже. В то же время расслабление, в то же время солевые ванны – это омоложение тела. Вы знаете, вот, кстати, там, да, показывали и гимнастику лица, там, гимнастику тела. И вот показывала одна женщина такой рецепт, она говорит, что не только все, да, вот тело ты погружаешь в эту соляную ванну, но очень хорошо и кожу лица. И на самом деле, когда она говорит, я засаливаю рыбу, она аж твердеет. И вот когда она делала вот эти вот гимнастики для лица, да, помогала на какое-то время, но ненадолго, да, вот, а вот именно когда она просто взяла соль, морскую соль, да, вот эту камнями крупными, залила ее водичкой, размешала, и это был ее единственный, она говорит, крем для омоложения, что она только не перепробовала. Вот вы чем-то таким будете заниматься, да, вот каждый вечер она наносила этот солевой раствор, который хранить можно сколько угодно, да, в шкафу, в темном месте. Вот. И она наносила на тампон, мазала на лицо, засыпала этим, утром вставала и смывала. Она говорит, со временем я увидела просто, как, да, я просто стала молодеть. Но это не говорит о том, что только в соляной ванне. Может быть, вы пойдете на йогу или еще что-то. Это вот как рецепт. И это реально работающий рецепт. Именно вот эта вот солевая маска, так ее назовем, маска, да, перед сном. И на самом деле кожа, она говорит, стала как у носорога, очень такая упругая, да, и даже приятный цвет появился у кожи, а не блеклый, мертвый. Вот так вот. И вот здесь вы будете заниматься, скорее всего, даже и внешним состоянием, и не только внешним, но и внутренним. Здесь такая полная работа над собой. Так, здесь попереживайте над чем-то. Давайте посмотрим, над чем. Кто-то вам, возможно, уже здесь эпаж, потрепет нервишки. Ну и хорошо, что потрепет опять. Все, что не делается, все делается к лучшему. Скорее всего, мужчина появится в вашей жизни моложе вас по возрасту. Знаете, будет врываться в вашу жизнь и много раз. Или стучать к вам в закрытую дверь. Скорее всего, вы хотите любви, но вы не хотите этого человека. Или не хотите вы, да, именно подобные отношения, которые приносят боль, но будете переживать о чем-то. Хотя здесь зря переживаешь. Тут нужно, опять-таки, себя в баланс, в гармонию приводить. Тут, вы знаете, никак иначе больше будет думать он. Но нервишки, да, в какой-то степени потрепет вам. Но благодаря этому мужчине вы на самом деле поймете свою ценность. Поймете, что вы нужна. Но в то же время он вам не нужен. Но он вам даст понять, что, да, то есть вы нужны. Но это не говорит о том, что бегите к нему с распростертыми объятиями. Здесь мужчина незрелый, и навряд ли здесь могут быть обещания, слова только. А по факту ничего не изменилось. Поэтому, да, скорее всего, только будете локти с ним кусать. Но вот обратите на себя внимание, как на женщину. Да, что вы нужны, вы необходимы, видите. Вы, как говорится, в тренде, да. Поэтому действуйте дальше. Здесь, кстати, повезет вам в любви.
Вы знаете, работа над собой – это проделанная не зря. Вот вы в себя вкладываетесь, вы себя любите внутренне, внешне. Понимаете, на вас обращают внимание. Здесь женщина, которая вот от вас идет такая энергия, здесь женские уже идут энергии, когда, скорее всего, вы знаете, женская энергия, откуда она проявляется, это плавание, медитация, да, все, что успокаивает. Если вот эта императорская энергия есть, сразу же давайте себе сигнал, да, нужно мне принять, как говорится, ванны спокойствия и релакса, потому что не убивайте в себе эту самую женщину, нежную, хрупкую, изящную. На эту энергию именно притянется другой человек. Сейчас мы это посмотрим дальше, что за человек. Человек, который будет дарить подарки и чувства. Человек, который будет делать вам какие-то сюрпризы. А человек, смотрите, сейчас он вам неизвестен, за человек. И человек скорее или иностранец, или это знакомство может быть через интернет, где вы себя тоже покажете, где идет ваша женственность, где может, например, из фотографии, да, вот по фотографии увидеть, что такая женственная, вся в розовом, да, вся такая приятная, или в светло-голубом, а не в черных тонах, да, как у гроба, а вот вся такая лучезарная, ну, как какая-то, я чувствую, идет энергия такая приятная, светлая, как эти цветы лилии, да, очень такие, вот что-то вот такое. Он придет вот на эту нежную энергию, приятную женскую энергию. Это мудрый мужчина, и вы знаете, человек, вот здесь вот или совместные какие-то дела идут, да, или совместные, может быть, хобби, увлечения, может быть, с человеком. И вы, знаете, очень гармоничны как пара. Человек очень мудрый и глубокий. То есть человек может быть как-то вовлечен, может, частью в эзотерику, в психологию. Также человек не мог учиться психологии, например, но он чувствует очень хорошо людей. Он чувствует, когда к нему со злом, когда с добром. Даже не по глазам читая, а вот именно чувствует. Очень красивый мужчина. Вы знаете, этот мужчина нравится женщинам. На него обращают очень много внимания женщины. Он красивый, но он, как сказать, не пользуется этим. Что все, я теперь красивый, и все женщины прогнутся под меня. Здесь очень такой мудрый человек. У него другие ценности в жизни. Не красоваться перед зеркалом, как в большинстве случаев мы бывает слышим, да, а что-то нарциссическое. Нет, это не такой. Он симпатичный, он приятный, знаете, даже на общение, на слова. Но он это понимает, но он этим не пользуется. Что сейчас пойду завалю кого-нибудь в постель, потому что я же такой красавец, все-то меня хотят, но теперь у меня целая очередь. Нет, нет. Глубокий человек. Умный. Умный, он и вас еще научит. Также человек обладает каким-то мастерством чего-то, вот он и вас этому научит. Может быть, посвященный в рейки, или мастер рейки, или еще чего-то, вот, да, чего-то духовного. А может быть, вы с ним познакомитесь на курсах йоги или медитации, ну, кто знает, да, или... Но здесь именно тоже тут общие интересы, да, показывают. Или вы вступите в какой-то клуб по общим интересам, и вы там сойдетесь. Тоже может такое быть. А человек увидел ваш аватар, например.
Да, здесь, кстати, мужчина идет для серьезных отношений, но все будет плавно, именно не резко с заскоком, а плавно идти или перетекающе, тоже здесь может быть, когда перетекает. Так, что еще? Какое письмо вам от вас из будущего? Те ситуации, которые были в вашей жизни, именно вы держали их за что-то вот такое, знаете, безвыходное, сложное, или все уже по одному кругу, ничего не изменится, да, никем я не буду, или никого не встречу. Вот какие-то такие тяжелые мысли, они уйдут, благодаря, скорее, даже этому мужчине. Здесь, вот знаете, и жизнь-то поменяется благодаря каким-то маленьким вещам, но изменится очень сильно. Даже, например, элементарно вы стали, да, кто знает, там, заниматься йогой или чем-то, или накрасили вы красную помаду, или которую в жизни не красила. Один раз накрасила, и тут раз, и в вашей жизни, вы знаете, внешность играет роль. Да, то есть вот как нарядишься, так и победишься. То есть что-то будет такое, что именно начнет привлекать в вашу жизнь под вашу вот эту энергетику. Не могу сказать, что конкретно, да, здесь очень много людей смотрят, но здесь какая-то мелочь хочется назвать. Кто знает, какая мелочь? Помада даже элементарная, может, или сережки там какие-то, или прическа. Ну, что значит, да, мелочь? Вот какая-то вот мелочь. Она повернет все по-другому в вашей жизни. Здесь, кстати, то, что вы видите сейчас у себя, с собой, с вами, да, есть направление о том, что вы растете, вы идете правильно, наверх, мудрите, или много в вашем багаже разных знаний, опыта, но в то же время вы останавливаться не будете. И будет, знаете, не просто даже рост вот этот вот наверх, вот так вот как-то равномерно, а будет потом вот резкий всплеск этот наверх, как по графику, да, потому что что-то вы сделаете. Причем здесь показывает слово как мелочь. А эта мелочь вот какая-то принесет что-то крупное. Может быть, на крючок вы насадите червячка, выкореванного с огорода, да, поймаете акулу или кита. Ну, например, это я так в шутку, но накрасить помаду красную, это тоже, на то еще должна быть смелость. Например, да, или одеть красную короткую юбку, которую в жизни не одевала бы, да, что вы говорите такое. Но кто знает что. Или каблуки одела, но. Так. Здесь, кстати, врывается в вашу жизнь человек. Человек это, я бы сказала, какой-то вот проходящий, даже незнакомый, да, проходящий мимо. Но этот человек вот куда-то, опять-таки, это вот как цепочка. Куда-то дальше ведет. Он как направление, как вот эта стрелочка. Скорее даже я бы назвала этого человека проводником. То есть непростой человек. Человек будет вас не то чтобы курировать, но он задаст, да, вот какую-то идею, направление определенно, да, какими-то, может,
парами даже слов, не обязательно. А может и правда будет курировать, там, подсказывать вам постоянно, держать вас в курсе чего-то, вести. Но это опять-таки к переменам. Перемены еще грядут. И перемены грядут не маленькие. Здесь опять-таки денежный план, да, все вот по-другому начинает идти. Или другие совершенно деньги, или другая реализация вас. То есть другая профессия, другое дело. Это да. Второе, здесь будут шансы даваться именно на осуществление чего-то задуманного. Что-то вы задумаете, и что-то вы захотите осуществить. И вы это осуществите. Но вот с помощью какого-то именно на самом деле человека. Человек может быть моложе. Этот человек некая стрелка. Не только для вас. Здесь вот на самом деле какой-то посланник, да. Потому что здесь еще, да, вот он показывает, что направляет он кого-то. Или уже направляет. Не просто так тоже этот человек в жизни людей появляется. Не простой человек. Возможно, человек, который предполагает перемены в жизни людей. Такие люди есть, ангелы, проводники. Они направляют. Но здесь идет смерть, трансформация. Также здесь идет информация о том, что вы с кем-то на самом деле уже или попрощались, или попрощаетесь. Но мы смотрим на вас из будущего. С кем-то вы окончательно закончите и попрощаетесь. Причем какое-то время вас потревожит это прощание. Или кто-то заранее может думать об этом прощании. И вас это может в некой степени нервировать, или вы будете подбирать ключики, ответы, подсказки, как из этого чего-то или выйти. Может даже, знаете, здесь и выход быть из отношений, но вы не хотите вот что-то, какой-то есть страх, вот руководит страх. Или вы будете заранее уже принимать какие-то действия, но аккуратно. Или продумывать этот шаг. Но вы к этому окончательно придете. Потому что здесь уже или терпение лопнет, или настанет свой час. Причем час этот может настать разным образом, разными действиями. Когда реально вступятся высшие силы и этого человека сметут с вашего пути, если вы не сможете. Или уберут. Но здесь показывает вот какой-то у человека, который уйдет из вашей жизни, мучение. Человек мучится или плачет. Но это так должно было быть. И когда он с вами плохо, понимаете, вам плохо. Может, оба мучаются, оба. Или когда этот человек уйдет. Тоже переживание, но здесь вот как должно было это случиться. Но мужчина, вот знаете, в какой-то степени, который появится в вашей жизни, вернее, человек. Почему-то мужчина выскользнул, а может и мужчина. Но я говорю, человек, это может быть и женщина, который курирующий, который ведет как стрелочка. Он появится внезапно среди проходящих, среди людей, которые вам не знакомы. И вы его не знали. У меня вот, знаете, как головой мотается. Нет, 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 нет. Значит, вы его не знали. И вам покажется, может, даже странным. Вы, скорее всего, почувствуете вообще посланников, передающих. Очень сложно считать, но все же что-то, знаете, замыкает, бывает, в голове. А почему он мне так сказал? А к чему бы это было бы? Вот знаете, оно не просто так. Вот это вот к чему бы это, вот эти вот мысли.
Не просто так. Или почему это мне на кассе продавщица сказала то-то-то. Да, вот какие-то странные вещи вот они говорят, или странным образом случается ситуация. Вот как с этой волшебной ручкой, о которой я говорила, да, что она странным образом находится или где-то на улице, или кто-то подарил внезапно ручку, хотя вы там не писатель, например, ну просто подарил, да. Вот женщина написала в комментарии, что подарили, вот вы сказали, да, и через 2 дня подарили ручку. Вот это и есть волшебная ручка. И ни в коем случае не теряйте эту ручку. Это волшебная ручка. Потеряв ее, может не быть возможности получить ее снова. И этой ручкой прописываются именно ваши желания. Но предупреждаю, что желания прописываются именно во благо. Не кому-то отомстить, да чтобы она там сдохла там и так далее, вот такие вот, да, или чтобы ему все это вернулось там тра-та-та или ей. Только во благо. Помните, можно желание формулируйте желание правильно. И помните, что любые желания можно сформулировать правильно. И просто скажите, да, что вы не хотите негативных людей в своей жизни. Да, сформулируйте это правильно. Но не так, что чтобы ему там отрезало или еще чего, там отнялось что-то, не во зло, а во благо. Вот, эта ручка на самом деле находится странными образами. И вообще, может дома у вас оказаться какая-то ручка неизвестная, вы такую не видели у себя, не покупали такую. Можете всех опросить, чья это ручка. Если никто не знает, это тоже странная находка. Вот, но опять-таки волшебная. После того, как вы попросите эту волшебную ручку у Вселенной. Я об этом сниму отдельное видео, об этой ручке, потому что так оно непонятно, запутано будет, и как раз-таки назовем ее волшебная ручка. Вот, далее. Письмо от будущего. Семья. А смотрите, этот, я не договорила, этот мужчина, да, идет на какие-то, когда придет, он вас направит именно на какие-то свершения, на достижение чего-то или недостижимого, или дорогого. И для того, чтобы вы обрели семью или сплотились с кем-то крепко, крепкий союз, крепкий семейный союз. Вот так это правильно. Здесь показывают мужчину с деньгами. Причем, знаете, здесь мужчина зарабатывает деньги, но на данный момент этот мужчина, вы знаете, он зарабатывает по какой-то такой машинальности. Но он, да, этот мужчина, он понимает, что деньги должны быть для любимой, для любимого человека. Здесь это скорее есть вот мужчина, о котором мы говорили. Здесь связка идет. Смотрите, мужчина этот скорее, вот знаете, вот он будет зарабатывать, ему не жалко, это не жмот какой-то, скряга. Это мужчина, который вот именно нацелен зарабатывать на семью, чтобы жене, детям, да, было приятно. Здесь идет вот некое такое: я все тебе отдам. Все отдам. Да, вот здесь человек хочет именно серьезных, крепких отношений. И человек такой... Здесь у человека, возможно, было какое-то в жизни предательство, обман. Или крупный обман. И он это помнит. Со стороны, да, кого-то. Может быть, любимого человека, прошлых отношений и так далее. Или, может быть, партнерские тоже обманы. Может быть, коллега по работе или вел с ним бизнес. Что-то он помнит до сих пор. Но он понимает, что он зарабатывает это, и ему не жалко будет для вас всего.
да, хоть на край света. Вот такой вот человек. Здесь душой и сердцем принимает. И человек умеет зарабатывать. Человек этот, знаете, он такой скала. Или обещал, он выполнил, или вот держит в секрете. То есть не болтун какой-то. Очень мудрый, глубокий человек. И человек ведет какую-то ту же статистику, или же человек может коллекционировать что-то такое в руке маленькое, или что-то такое, что имеет надежность, что-то такое, вот именно коллекция чего-то такого редкого, может, или лучшего. Но это что-то такое маленькое. Может быть, монеты, нумизматика. Человек умеет зарабатывать, человек умеет и считать деньги. Человек может и взращивать из нуля деньги, то есть из воздуха может делать деньги. У него всегда есть какие-то идеи. Кстати, вам будет интересно послушать его идеи о заработках, это могут быть тоже ваши общие интересы. Вам будет интересно, он будет рассказывать о чем-то, или как он до чего-то добился, как он к этому пришел. Это может быть интересная история с его стороны. Здесь идет вклад в семью, он хочет заботиться. Но знаете, человек не будет как-то принуждать вас, иди работай, да, вот человек наоборот будет рад создать вам какой-то комфорт, отдых, именно радовать вас, может даже баловать тоже. Нежный, приятный человек. Но вы будете, знаете, держать себе цену как женщина, это правильно. Это при любых мужчинах, какой бы он добрый и нежный ни был, женщина должна держать свою марку. Помните об этом. Так, носиком поворотить, покапризничать. Да, почему нет? Это не говорит, что женщина на шею села. Это говорит о том, чтобы об нее потом ноги не вытирали. А то, когда она начинает расслабляться и давать всю свою нежность, это под этими розовыми очками так все. Начинается прохождение, как по тряпке-то нет. Нет, вы этому спуска не дадите вообще. Да вы никому уже не дадите спуска. Я теперь понимаю ваши энергии в начале. Вы будете, да, именно такой железной леди в чем-то. И правильно. Легко привыкать к хорошему. Легко. Да, а потом это обесценивать. Оно уже потом как своя. А когда женщина капризничает, да, показывает тоже свой характер в какой-то мере, да, это держит ее цену. Уважает себя, уважает свой ресурс, уважает свое даже дело, что у нее тоже что-то есть, что она тоже умеет чем-то заниматься, что она тоже не пустышка. Вы чем дальше, тем сильнее. Но вы непробиваема просто. Вы непробиваема, как вот рогом, знаете, уперлись. Вот так теперь все так. У вас однозначно здесь какие-то выработанные такие жесткие правила есть. Вот хоть вы и женственная становитесь, хоть вы и приятная, но внутри вас есть этот женский стержень, что очень главное. Не все, да, выдерживают, бывают, девочки расслабляются, а потом начинается, да. Вот вы нет, вы вот умеете исчезать и появляться. Манипуляции здесь тоже, почему нет? Иногда, вот как я говорю, кнут и пряник, не только пряники должны быть кнуты. Вы, да, исчезли, а потом появились, как ни в чем не бывало, с улыбкой на лице. Понимаете, чтобы тоже вас не хватало иногда. Не то, что всегда, там всегда с подружками там на дискотеках, нет, а иногда. Чтобы вас не хватало, чтобы за вами поскучать, а потом вы уехали на недельку к маме отдохнуть и так далее. Вот так вот.
Ой, а вас какая-то женщина будет. Вы знаете, печалится, здесь показывают печаль какой-то женщины о вас. Вас не хватает в ее кругу. Это может быть знакомая. Но так зачастую есть, когда женщины вступают в отношения, зачастую многие теряют своих подруг, потому что они все там, в этих отношениях, да, как говорится, от хвоста и до поперек. И нет времени. Вот это может так проигрываться. И здесь есть некая внутренняя такая печаль, как будто вас не хватает. Но, вы знаете, подруги тоже нужны. Хотя бы изредка, да, появляться с подругами. Потому что это тоже выработка женской энергии. Это те же самые медитации. Девочки тоже должны встречаться, дабы прорабатывать вот эту вот свою женскую энергию. Не забывайте подруг, а тем более, да, если вам было о чем и поделиться, и посплетничать, и пообщаться, и повеселиться, не теряйте людей из виду ради, да, мужчин. Имейте себе цену тоже. И в то же время не забывайте. Здесь есть такое, что вы можете отдалиться из-за каких-то своих нужд, из-за своих каких-то радостей, из-за своих каких-то возможностей. Не забывайте. Здесь вот, знаете, как два поколения. За вами, кстати, показывают две дороги. То есть, и они вот по разные стороны расходятся. Скорее всего, за вами могут быть прошлые дороги, то есть пути, кто-то захочет к вам вернуться обратно, но дороги закрыты. Вы уже впереди, вы уже другой человек, это есть. И здесь вот показывают, что на самом деле и круг друзей может поменяться, круг знакомых. Вы познакомились с этим мужчиной, и у вас поменялся весь круг. Круг знакомых, круг друзей. Потому что я и вижу, тут женщина какая-то за вами будет грустить или вас не хватать. Может быть, теплое было общение. Здесь тоже это показано. Так. Но вы, кстати, уже одной ногой в будущем находитесь. Но вы пока этого еще не осознаете. Хотя уже пути дороги вас туда ведут. Будут в вашей жизни люди, которые будут вас направлять. Особенно, в том числе, не забудьте про этого человека, который будет моложе вас. Может быть, несколько раз можете общаться, или несколько раз вам будет напоминать о чем-то одном и том же, как долбить в ухо. Да, или вот, как-то, или вот чуть ли не сунет вам билет в руки, едь, лети. Какой-то такой вот. Но это может или навязчивая быть ситуация, навязываться постоянно. Вот это и есть траектория. Или же, да, человек вот скажет, что это в голову к вам затесалось. Так что запомнилось. И вы поймете, что он-то и был тем направлением. Знаете, зачастую вот расклады, когда делаешь человеку расклад, человек сначала вообще ничего не понимает вообще, где он находится и о чем ему говорят. Но потом, когда проходит время, это самые правдивые расклады, да, когда проходит какое-то время, человек начинает вспоминать детали. Именно детали, когда ему говорили на белой машине или говорили, что тебя жизнь отведет от смерти или от болезни или еще от чего-то. Или, да, встретится такая-то женщина или такой-то мужчина. То есть человек только потом начинает понимать. А многие люди еще и спрашивали насчет чистки, да, кто вот хочет записаться. Сразу говорю, предупреждаю насчет чистки, что почему с 1 января записываться, дабы я вас всех в Телеграме не потеряла. Потому что там такой поток идет, все это движется, что прочитанные сообщения, они съезжают все вниз, и непонятно, где среди, да, нескольких тысяч найти ваши сообщения. Поэтому с 1 числа обновление, да, вот, то есть как обновление, просто вы присылаете сообщение, оно у меня светится непрочитанным, и только тогда я начинаю читать. Потому что те, кто прислал уже до этого, это уже не будет считаться. Присылайте все с 1 января, именно на диагностику. Все ваши данные, это свежее фото ваших глаз, имя,
и дату рождения. 3 пункта. Сразу 3 пункта, не забудьте. И насчет диагностики, насчет чистки. Чистка проходит в том формате, когда я занимаюсь чисткой, когда это требуется мной, мастером. Можете к другим мастерам, можете ко мне, без разницы. То есть это проходит на том уровне, когда вы даете все свои данные, то есть это уже фотография в целый рост, свежая фотография, без фотошопов, без всяких фильтров, чистая фотография, свежая. Сразу же сфотались перед цветом, встали перед цветом, сфотались во весь рост, да, когда все конечности видны, ноги, руки. Вот, обычно встали и сфотались. Это опять-таки имя, дата рождения, и все эти данные идут для чистки. Далее, когда происходит сам процесс, чистка будет идти от 15 по 28 января. Ничего писать не нужно, все это забываем. То есть как будто бы этого не было. Если вы постоянно будете держать эту информацию о чистке в голове, будет все вот сикость-накость. Не думайте. Вот вы задали кому-то чистку, любому мастеру, кому угодно. Все, забудьте об этом. Ждите, смотрите. Да, вы можете, конечно, узнать, ну, что там было, хотя как это было, оно в любом случае должно быть, если вы тем более заплатили. Я отношусь ответственно к людям, ко всем, кто заплатил, кто пришел на чистку. И предупреждаю одно, что если вы не попали в эту группу, если вы торопитесь, можете обратиться к тем мастерам, которые занимаются тоже чистками, которых вы, может быть, еще знаете, помимо меня. Вот. Если кто не успел в группу, опять-таки, или к другим мастерам, или можете дождаться другого термина. Я всех разом до кучи не буду брать, то есть здесь определенное количество будет людей, в следующей группе тоже определенное и так далее. До конца года все определенно. Вот. И сразу предупреждаю о том всех заранее, что присылайте сразу, пожалуйста, все данные, вот, о которых я о 3 пунктах говорила. Это свежее фото для диагностики, свежее фото ваших глаз, имя и дату рождения. Если вы не присылаете фото, а только имя и дату рождения, это не рассматривается. Потому что всему есть время, людей много, все ждут. И поймите, да, и уважайте, пожалуйста, каждого. Не только меня, но и окружающих. Не поймите меня неправильно, или как-то, может быть, грубо я, или жестко там могут сказать, да, еще чего. Просто всему есть время. Цените не только ваше время, цените время, пожалуйста, и окружающих. Вот. Вроде бы по чистке я все сказала. По раскладу тоже все сказала. Уже дотягивать карты мы не будем. Мы откроем уже другие колоды. Оракул судьбы и палитра аффирмаций. Итак, откроем колоду Оракул судьбы. Сделаем 3 позиции. Выберите одну позицию из 3, и мы начинаем. Кто выбрал первую позицию? Ты на верном пути. Не спугни удачу. Ты идешь правильным путем. Ты себя недооцениваешь. Кто выбрал вторую позицию? Время лечит. Это не стоит твоих нервов. Не бросай начатое на полпути. Ты идешь правильным путем. Кто выбрал третью позицию? Это сделает тебя сильнее. Не ленись. Не летай в облаках. Цени то, что у тебя есть. Откроем колоду палитра аффирмаций для вас. Для активации одну или несколько аффирмаций вы можете прописать в комментариях под видео или на листе бумаги от руки. Я магнит, притягивающий любовь в свою жизнь. Я управляю своей реальностью. Ко мне приходит любовь. Мне всегда сопутствует удача. Моя кожа очищается, разглаживается, омолаживается. Я в отличной физической и духовной форме. Можете поставить на паузу и сделать скриншот. Небольшая новость по поводу чистки. Чистка будет проходить только с января месяца, с 15 по 28 января.
Для того, чтобы записаться на чистка плюс защита, нужно пройти диагностику. Диагностика бесплатна, ничего за нее платить не нужно. Вы присылаете свежее фото своих глаз, дату рождения и ваше имя. Не фамилию, не отчество, а только имя. По диагностике сразу же увижу, кому требуется чистка, кому не требуется, или кто-то может сам самостоятельно дома ее выполнить. Также, если не останется мест в эту группу на январь месяц, если вы очень сильно торопитесь, вы можете обратиться к другим мастерам, которые тоже занимаются чисткой. Или же подождать, записаться на следующую группу с февраля месяца. Уважаемые зрители, в нашем сообществе Ведескара на Бусти сейчас активно 2 раздела. Первый раздел – это видеорасклады, длинные видеорасклады с месячной подпиской 333 рубля. Те же самые, что выходят на YouTube. Второй раздел – это заговоры, ритуалы, исцеляющая музыка, книги и прочее. Месячная оплата 444 рубля. Это 2 разных раздела, поэтому вы можете подписаться на любой, на первый или второй, или можете на оба 2, как вы пожелаете. Ссылки находятся внизу под видео или на экране. Вы видите 2 QR-кода, по которым вы тоже можете перейти. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Ведескара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами, чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. Также огромное вам спасибо за ваши теплые комментарии, за пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно скоро осуществились. Главное, никогда ни перед чем не падайте духом, будьте сильны. Держу за вас пальчики и во благо всем вам. Всех вас очень люблю, крепко обнимаю и спасибо вам, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Ведескара.